Здравствуйте, это «Вести интервью», я Ирина Ромадова. Сегодня мы беседуем с заслуженным деятелем искусств Республики Мордовия, лауреатом театральной премии имени Степана Ермолина Республики Коми, а ныне новым художественным руководителем Чувашского государственного театра оперы и балета Сергеем Кисом. Здравствуйте, Сергей Яковлевич. Здравствуйте. У нас вы, я так понимаю, совсем недолго, буквально пару месяцев. Уже можно сказать, что вы освоились в нашем театре, в Чебоксарах, в республике? Я думаю, вполне можно, конечно, сказать. Я уже чувствую себя здесь как дома. Мне уже здесь все привычно, знакомо, уютно. Понятно, что моя работа так или иначе связана с тем, что это всегда огромное количество новых каких-то знакомств, общения. Это всегда большой коллектив. И, естественно, в работе так или иначе ты очень быстро знакомишься со всем коллективом. Вам как художественному руководителю и как дирижеру, да, как бы знакомо такое понятие, что войти в репертуар. Вот можно уже сказать, что вы в него вошли или входите, или есть какие-то постановки, которые для вас совершенно новые? Если дирижер владеет так или иначе своей профессией, если у дирижера так или иначе в репертуаре есть какой-то список из балетов, оперы, оперет, здесь не столько, наверное, мне надо входить в репертуар, сколько людям, которые со мной работают, солистам ли, артистам ли хора, в меньшей степени балета, потому что балетная история всегда все-таки в большей мере зависит от них. Артистам оркестра, скорее всего, это им приходится требования, не к рукам, какие-то требования, какие-то музыкальные пожелания претворять в жизнь. Это, конечно, всегда такой момент временной, потому что у каждого дирижера плюс-минус своя трактовка. Музыка-то вроде одна и та же, нот 7, но тем не менее мы прекрасно знаем, что от того, кто стоит за пультом, музыка может... От того, кто на сцене, в яме, да, от этого может кардинально меняться музыка. А поскольку, давайте говорить честно, главным архитектором всегда является дирижер, стоящий за пультом, то, естественно, вся архитектура спектакля, она так или иначе она подчиняется дирижеру и зависит от дирижера. Для меня важна вся сценография спектакля. Что происходит, какие мизансцены, что играет солист, тот или иной солист, как он живет, как он действует на сцене. В этом плане, может быть, да, может быть, можно сказать, что вот я вхожу в спектакле. Ну, не столько вхожу, сколько в момент репетиции для меня действительно важна эта вся география. И, естественно, в процессе репетиции я ее изучаю, и я ее запоминаю, и знаю практически наизусть, что там происходит. Скажем, был даже такой момент в моей жизни, мы ставили спектакль с одним из режиссеров, и когда закончилась постановка, возник вопрос. Вот он сейчас уезжает, а спектакль поставлен, и кто-то должен его вести, кто-то должен быть ассистентом режиссера по спектаклю. В результате сидели, думали. Он говорит, я единственное, говорит, кого могу предложить ассистентом режиссера, это главного дирижера, дирижера-постановщика, потому что он знает спектакль лучше меня. Я, говорю, я творю, а он знает каждую мизансцену, каждое движение рукой, ногой, всю географию. Ну, вот насколько я знаю, вы работали в различных оркестрах Москвы и в театрах, да? Вы работали в театре в Республике Коми, да? К нам вы приехали уже из Саранска. Я вообще часто слышу, что дирижеры как-то вот переезжают из города в город, достаточно, вроде кажется, что это легко со стороны, так кажется. То есть, я правильно понимаю, была бы музыка, было бы искусство, и неважно, какой это город, неважно, где жить, главное, чтобы можно было творить. И Чебоксары в таком случае, как бы, не знаю, транзитная станция очередная или как? Я считаю, что вообще некорректно говорить про транзитную станцию, так или иначе. Если мы сейчас начнем как бы издалека, да, о том, что переезжают, как это все происходит, это на самом деле история с переездами, она действительно достаточно обыденная. Можно сказать, что это не хорошо и не плохо? Это не хорошо и не плохо. Это все зависит от разных моментов. Это все зависит от того, там, какие есть возможности на той или иной площадке. Это все зависит от какого-то этапа работы. Есть разные этапы работы. Например, если
если возможности безграничные только повышаются, да, то всегда можно находить что-то новое в работе. А бывает такая ситуация, когда, скажем, руководитель и коллектив, они уже прошли весь тот путь, который они могли бы пройти, да, они доходят до какой-то вершины. И дальше, если не произойдет смена, это будет, ну, от вершины всегда путь вниз. Иногда просто вот совместное творчество, оно, как сказать, и коллектив, и руководитель, они перерастают уже на определенном этапе друг друга. Не значит, что кто-то один кого-то другого перерос. Это бывает как-то совместный момент. В этот момент происходит какая-то смена обстановки. Можно ли уже сказать, что вы ну, знаете, вот, куда вести коллектив нашего театра, куда этот корабль поплывет, что будет дальше? Естественно, я имею представление, что бы мне хотелось и куда бы мне хотелось вести все творческое направление. Но, опять же, как любой, не знаю, как любой капитан, будем так говорить, я понимаю, что существуют еще какие-то реалии, да? Тут шторм, тут отмель, и надо повести немножко по-другому. Поэтому, конечно же, есть какое-то генеральное направление, которое для себя я как бы держу в голове, и я понимаю, чего бы мне хотелось. Все остальное, конечно, будут диктовать еще и обстоятельства. Ну хорошо, немножечко занавес можете приоткрыть? Может быть, нас ждут какие-то новые постановки или изменения в репертуаре? Я не считаю, что должны быть конкретные изменения в репертуаре, поскольку позиция до основания затем, она настолько деструктивная, настолько неправильная, даже когда вроде бы кажется, что вот человек поставил на все, он взял, убрал весь репертуар, начал все делать с самого начала, ах, какой хороший репертуар он сделал. Но это можно было делать меньше крови. Это можно было сделать без того, что театр остановился на какое-то время и не работал. То есть надо понимать, что надо модернизировать то, что ты имеешь. Многие зрители у нас говорят, вот у нас очень давно этот репертуар, у нас очень много вот именно классического репертуара, да, классических постановок. Где-то, может быть, не хватает каких-то современных, может быть, постановок, да, то, что есть в других театрах. Ну вот даже, например, вот на оперный фестиваль к нам приезжали другие театры, да, там Коко Шанель, например, привозил Нижний Новгород, да, это же достаточно, это современная постановка, это музыка, написанная современным композитором, да, это, но это не Чайковский, там, это не Верди. Давайте, во-первых, мы будем говорить вот о чем. Существует огромное количество оперных театров, в которых идет весь классический репертуар, ну, в той или иной мере, да, и как-то ни у кого не возникает ощущения, что этот классический репертуар устарел, нафталин, его смотреть не надо. Это на самом деле, это, да, в чем-то театр это отчасти, конечно, музей, в хорошем смысле этого слова. Это сохранение традиций, это сохранение каких-то первоистоков. Модернизация их, да. И, конечно же, надо делать какие-то современные постановки, современные средства, современный язык. Хотя тут тоже надо подходить с осторожностью. Огромное количество есть современной музыки, которую ставят только потому, что она современная и раскручена. Но на самом деле это не имеет вообще никакого отношения к художественной ценности. Это все король-то голый. Вот. Есть другая история, когда это любимая история уже много лет, приходят новые постановщики и считают, что все надо перевернуть с ног на голову. Вы имеете в виду в классической, например, опере? Да, я имею в виду в классической опере. И к этой ситуации тоже надо относиться очень аккуратно и очень осторожно. Потому что я могу сказать, что на моем опыте, на моей практике крайне редко меня убеждали подобные постановки, но, с другой стороны, что греха таить, я сам поставил такую оперу, в которой был сделан перенос из времени во время, но просто меня настолько убедил режиссер,
Что первое, когда приехал режиссер и сказал, я хочу поставить... Мы ставили «Пиковую даму» в Саранске с очень талантливым режиссером Дмитрием Белянушкиным. И когда он приехал и сказал, я хочу «Пиковую даму» поставить, историю, которая творилась у нас на сломе эпох в 90-х годах, я говорю, Дима, ради бога, говорю, То есть там новые русские я не хочу казино, никаких... Я говорю, терпеть это не могу, вот это все современнивание. Он говорит, ну давай я тебе расскажу. И когда он мне рассказал, что он захотел, как он это увидел, он меня убедил от и до. И на самом деле тот спектакль, который мы с ним сделали, это было достаточно условное время. В любом случае можно сказать, что это доказательство того, что у нас и Пушкин на все времена, и Чайковский на все времена, да? Да, это просто разговор о том, что можно в искусстве можно делать многие вещи. Надо подходить очень аккуратно, очень бережно и очень трепетно. Хорошо, все-таки будет у нас что-то такое новое, интересное? Будет, но карты я раскрывать сегодня не буду. Опять же, поймите меня правильно, сначала надо сделать, а потом уже говорить. Вот хочу я это сделать, но я понимаю, что я это смогу сделать, только все, так сказать, рассчитав, просчитав. Художественное руководство, это же, ну, понятно, что это очень ответственно, во-первых, да? Это действительно очень огромный коллектив, и это коллектив творческих людей. И их нужно, вот как вы считаете, их нужно зажигать как-то, вот какой-то идеей, вдохновлять? Или вот прям руководить, вот я сказала, вы сделаете? Вот вы как в этом плане работаете? Ситуация, как бы это сказать, здесь нет одного рецепта. Здесь нет одного рецепта. Более того, он не может быть одинаковым. Понимаете, только зажигать. Рано или поздно народ перестает зажигаться, рано или поздно это становится привычным, это становится известным. Любой фейерверк рано или поздно приедается. Да? И рано или поздно начинается все равно работа. Но, с другой стороны, если все только я сказал, а при этом за этим не стоит никакой божьей искры, то из этого тоже ничего не получится. Поэтому это всегда история двоякая. Понятно, что любое руководство и творчество – это история авторитарная, как бы у нас ни пытались сейчас все переиначить и сказать совершенно по-другому. Вас нельзя назвать душкой, вы, наверное, все-таки больше авторитарный человек. Ну, я этого абсолютно не скрываю, но я при этом, понимаете, как я все равно исхожу из музыки. То есть не надо путать авторитарность с самодурством. Это совершенно разные вещи. Обязанности художественного руководителя, да? Вот в одном театре, может быть, они одни, а в другом театре они другие. Скажем, здесь больше у меня сейчас управленческая работа. В Саранске у нас там как бы была тоже хорошая команда с директором. Там часть работы, например, которая в принципе работа художественного руководителя, ну, она, например, считала, что не надо меня, творческого человека, этой работой озадачивать. Тем более, что там это можно было решить по-другому, на других уровнях. Здесь часть работы у меня появилась новой, тоже для меня интересная, потому что все новое всегда интересно. И я могу сказать, что даже в чем-то мне это нравится, потому что действительно, будем говорить так, закалка художественного руководителя. Приходится какие-то вещи, может быть, которыми я раньше никогда не озадачивался, приходится их тоже держать в голове и продумывать, просчитывать. Наверное, как сказать, это просто вот новый этап, на котором приходит какой-то новый опыт. Если вот говорить о вас как о дирижере, ну, точнее, даже не о вас, а вообще о такой профессии, как дирижер, да, понятно, что вы больше 15 лет, это точно, да, уже дирижируете? Я попробую сейчас насчитать. 18 лет, да. Это вот сознательной деятельности в трудовой книжке. Есть, я вот знаю сама лично, сколько раз читаю, допустим, в интернете, какие-то крылатые фразы известных дирижеров, да? Вот у вас есть какие-то любимые тем, которыми вы пользуетесь? На самом деле огромное количество крылатых фраз и баек, и на самом деле любой из дирижеров что-нибудь такое новое привносит, абсолютно не задумываясь. Вы понимаете, это ведь происходит в работе.
Вы тоже так разговариваете с оркестром какими-нибудь там фразами? Конечно, я вообще живу образами, я иначе не умею, поэтому я когда даже объясняю что-то, иногда я вдруг ловлю себя на мысли, что мои образы немножко могут быть чужды для людей. Что, во-первых, не все мыслят образами, как это делаю я, потом, ну, как сказать, кому-то это может показаться, там, я не знаю, там, это сравнение неуместно. А для меня все всегда в картинках, в театральных картинках. Когда я оканчивал консерваторию, мои педагоги, которые видели мои экзамены, и которые видели, как я работаю, когда я получил диплом, они ко мне подошли и сказали: ты сделаешь большое преступление, если будешь работать где-то, но не в театре. Иногда бывает, конечно, какая-нибудь фразочка и вылетает такая, после которой оркестр смеется, записывают даже некоторые где-то, запоминают эту фразу. Я как-то недавно прочитала книгу «Путеводитель по оркестру». Зисмана? Да. Шикарная книга. Да, шикарная книга. Он пишет, что, ну, скажем так, музыканты в разных оркестрах и в разных театрах, они между собой похожи. То есть скрипачи и скрипачи, неважно где там, в России, в Италии там, или, не знаю, в Америке. Ну, плюс-минус, да, инструмент накладывает какой-то отпечаток на человека. То есть духовики — это духовики, скрипачи. Да, конечно. Ну, вот для вас они чем отличаются? Это есть, чем хотя все равно люди всегда отличаются, и они всегда разные. Эти ведь еще зависит все от той или иной среды обитания, от того или иного общества, от тех или иных социальных условий. Поэтому все равно люди разные. Хотя есть какие-то общие вещи. То есть в чем-то Зисман прав. А бывают исключения из правил, когда ты понимаешь, что все, например, музыканты этой категории, вот такие, ты вдруг встречаешь человека, который совершенно другой. У нас в театре какие-то для вас были открытия, удивления в плане музыкантов или певцов? Давайте говорить так. Я к Зисману и к тому, что он пишет, я отношусь как к хорошему, доброму, профессиональному анекдоту. Но если действительно все-таки говорить о театре, в сравнении с предыдущими вашими работами, да, скажем так, состав оркестра, то есть какие у нас есть солисты, хор и так далее. Понял. Я не буду сравнивать, потому что любое сравнение некорректно. Я просто скажу, что здесь есть достаточно большие силы музыкальные, что здесь хорошие музыканты, хорошие солисты, хорошие артисты балета, хорошие артисты оркестра, артисты хора. Здесь действительно хорошие музыканты. Здесь хорошие специалисты работают, главные специалисты, действительно. Да, здесь, как в любом коллективе, есть необходимость в том, чтобы, может быть, докомплектовать какие-то из цехов. Есть какие-то необходимости в развитии. Но здесь достаточно серьезный профессиональный коллектив. Предложение работать в Чебоксарах, оно для меня было в первую очередь интересно творчески. Ну, не говоря о том, что я люблю этот город, но это уже мое отношение к этому городу, уже многолетнее, по-моему, с 2008 года. Ну да, вы на оперный фестиваль приезжали. Это был 2009. Я в 2008 просто заехал сюда в гости 2 дня погулять по этому городу. Вот я заехал, первая мысль, что вот в этом городе я бы жил бы и работал. Потому что для меня этот город просто оказался каким-то уютным, приятным таким. И все остальные разы, когда я здесь появлялся, это ощущение только крепло, что этот город для меня очень комфортный. Ну, видимо, мысль материально, прошло 9 лет, получается, да, с 2008 года. И говорят, что 9 лет это какой-то там цикл где-то, какой-то... Для того, чтобы... Да, видимо, вот эта мысль за 9 лет, она свое дело сделала, и я получил все-таки предложение сюда приехать. Сергей Яковлевич, мы с вами все о музыке, да о музыке, а кроме музыки в вашей жизни есть место еще чему-нибудь? Увлечений-то у меня было много, но они у меня все лежат в шкафах и на полке, все мои увлечения. Коллекционирование это было в детстве, и как-то я потом понял, что коллекционирование – это дорогое удовольствие, и как-то это осталось детской забавой.
А что коллекционировали, если не секрет? Все подряд, марки, монеты. Ну, как все нормальные советские дети. Все нормальные советские дети, да. Фотографирование. Но потом тоже все, как сказать, немножко затихло. Во-первых, потому что фотографии надо обрабатывать, работать на это время нет. Чем я еще увлекался? Ну, это когда-то было, я готовил, когда у меня было время. Сейчас у меня времени на это нет. Сейчас вот хобби, я не знаю, в лес за грибами сходить, но, к сожалению, тоже я вот уже долгое время туда не попадал. Благо, что у меня как бы еще есть чего есть, накоплено на много лет вперед, но опять же история в том, что это кто-то должен приготовить, на что времени уже нет. У меня было время, когда я геройствовал, когда у меня был международный фестиваль, вот, и днем я работал, ночью спал 1 час и обрабатывал все то, что я привез из леса. Но сейчас я уже... В смысле, вы обрабатывали грибы, мариновали? Ну да, все это самое, все, ну, получил удовольствие, собрал, выкинуть жалко, надо с этим что-то сделать. Но сейчас на это, опять же, ни сил, ни времени. Если бы ты привез домой, а там кто-то сделал, ну, наверное, да, это все было бы проще. А так, поэтому как бы кулинария для меня превратилась единственное во что. Я пришел домой, кусок мяса в гриль бросил и съел все. Был момент, когда я думала, уйти ли, не открыть ли свой, не получить ли поварское образование, не открыть ли свой ресторан. И не только я так думал несколько музыкантов. В результате кто-то из нас в повара не ушел никто. Кто-то ушел бухгалтерами стал, кто-то еще кем-то. Я остался в музыке. Когда я работаю в своем коллективе, да, я отвечаю за свой коллектив, и кто бы ни приехал, я буду делать максимально, чтобы человек, который приехал, получил коллектив в лучшем состоянии. Если я уезжаю из коллектива, я до последнего буду вести работу так, как будто я остаюсь в этом коллективе. Не может быть такого, что после меня хоть потоп или трава не расти. Но очень многие так делают, что вот когда я уйду, чтобы все поняли, как плохо без меня. Поэтому я сделаю так, чтобы после меня была разруха. Вот только меня не стало, все посыпалось. Я считаю, что, наверное, эти люди не на своем месте находятся, если они так относятся к работе. Я живу по принципу «так должно быть, потому что так правильно». Вот это мое кредо в жизни. В работе, во всем. Ну, это, наверное, очень важная черта для человека, который вот на такой, скажем так, все-таки ответственной должности находится и находится в окружении творческих людей. Я желаю вам успехов, вдохновения, терпения, и чтобы вы этим вдохновением заряжали всех своих коллег, ну и нас, зрителей. Спасибо вам большое. Спасибо большое, да.